Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши-Шары. Я ее ведущий Нарсол Абухба. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Знак свыше. Тысячелетия спустя в Абхазию вернулись частицы мощи святого покровителя Симона Канонита. Выставка знакомства. 35 общественных организаций, фондов и инициативных групп представили свои проекты на культурно-деловой площадке ГУМА. Жизнь, измеряемая холстами. В селе Лыхны открылась персональная выставка абхазского художника Адгура Пилья. Диалоги эпох. В Государственном концертном зале Пицунского храма прошел концерт камерной музыки. Президент Аслан Бжаня подписал ряд указов о награждении медиков. За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм орденом Ахтсепша 3-й степени награждены участковый врач-педиатр детской поликлиники при Гудаутской центральной районной больнице Майя Конджаря, врач-пульмонолог республиканской больницы Шезина Хурхмал. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено врачу-лаборанту, заведующей клинической лабораторией Гудаутской центральной районной больницы Алле Эник. Под руководством министра обороны начался второй этап совместной штабной тренировки по управлению вооруженными силами. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, главная цель проводимого мероприятия – это повышение готовности к решению внезапно возникающих задач в любых условиях обстановки, согласованной работе управления отделов и служб на всех этапах подготовки и ведения боевых действий. Особое внимание уделяется решению задачи управления войсками и информационному обеспечению боевой деятельности войск. На втором этапе в совместной штабной тренировке примут участие оперативные группы, а также войска взаимодействующих силовых структур. Тысячелетия спустя в Абхазию вернулись частицы мощи святого покровителя Симона Канонита. Мощи переданы в Сухумский кафедральный собор Пресвятой Богородицы. На церемонии передачи мощей присутствовали наши корреспонденты репортажа Сидмалия. Согласно преданию, апостолы Симон Канонит и Андрей Первозванный прибыли в Абхазию в середине I века. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Канонит остался в Псырцхе. Святой апостол Симон – один из 12 учеников Иисуса Христа. По одной из версий, его сводный брат. Святой апостол Симон примерно в 55 году новой эры поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. Считается, что храм в Новом Афоне построен на мощах Симона Канонита в IX веке. Несмотря на это, истории был известен факт, согласно которому частица его мощей в период крестовых походов была увезена в Дамаск. Затем она попала в Европу. С тех пор судьба святых мощей была покрыта тайной. Два назад мы с Наташей вместе как-то отделяли какие-то частицы для ее проектов, и что-то вдруг речь зашла об Абхазии. Я говорю, ну у них же покровитель Симон Канонит. Я говорю, а где у них мощи находятся Симона Канонита? Она говорит, только под спудом. Я говорю, как? Поклониться, приложиться? Мощей, она говорит, нету таких. Я говорю, слушай, у меня лежит медальон много лет. Я говорю, наверное, он ждал именно этого времени. И я говорю, давай передадим. И вот так вот мы закрутилось, позвонили отцу Виссариону, отцу Игнатию позвонили, и как-то решили, что нужно будет эти мощи. Ну вот соорудили ковчег, в котором сейчас этот медальон находится. Это под в Сергиевом Посаде находится мастерская, которая это сделала.
по инициативе Императорского православного палестинского общества, которое присутствие здесь есть. И сюда неоднократно приезжал председатель Императорского православного общества Сергей Вадимович Степашин. И в рамках также и нашего фонда, и в рамках тех великих исторических событий, которые занимается Императорское православное общество, это возвращение святынь. И мы рады, как и что сегодня действительно пришел небесный покровитель, святой покровитель благословенной Абхазии. Для всех прихожан, для всего народа Абхазии, для паломников, которые теперь приезжают в пещеры Симона Канонита, будут посещать и прикладываться к мощам святого Симона Канонита, который уже будет помогать, защищать. Такое стечение обстоятельств можно назвать неудачей, а знаком свыше, отметил глава Абхазской православной церкви иерей отец Виссарион. По его словам, возвращение в Абхазию частицы мощей святого апостола – знаковое событие. Для православного христианина это великая радость, когда мы обретаем мощи святых, которым мы молимся, поклоняемся, и изображения на иконах мы молимся, обращаемся к этим святым, и святые отвечают нам. И сегодня для нас, в нашей стране Абхазской, вообще это историческое событие, потому что то, что связано с апостолом Симоном Канонитом, это великий дар. Это еще раз Россия показывает, что Андрей Первозванный и Симон Канонит вместе, что Андрей отсюда пошел в Киевскую Русь. И сегодня мы будем молиться этим мощам, чтобы на территории Киевской Руси воцарился мир, и она является составной частью московского патриархата, это славяне, и никто не может оторвать эту часть, значит, Киевской Руси. К этому событию очень было много усилий приложено отцом Игнатием. Он у нас председатель церковного внешнего сношения. И вот он впервые на уровне внешних тех, значит, церковных дел он выполнил это все на высочайшем уровне. Это начало восстановления Абхазской православной церкви. Господь нас объединяет через добрых людей, через людей доброй воли, как наш дорогой Александр Чвала, как наша дорогая Наталья Мезенцева, которая уже много лет оказывает помощь духовную Абхазии. По благословению патриарха Кирилла сюда были переданы походные иконы в 7-ю базу и в посольство России, и во многие-многие храмы. Господь так вам внушил, и Господь дает вам возможность помогать нашей многострадальной Абхазии, духовно ее поддерживать. Теперь ковчег с частицей мощи святого покровителя Абхазии Симона Канонита будет находиться в Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы, и каждый желающий сможет прийти на молитвенное поклонение. Асида Малия, Нарсо Цулуки, Абхазское телевидение. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД ПМР в связи с Днем памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры 19 июня 1992 года. Народ Абхазии искренне сопереживает и разделяет скорбь братского народа Приднестровья по погибшим в трагедии. Министерство иностранных дел возобновляет уверение в своем весьма высоком уважении Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, говорится в соболезновании. На культурно-деловой платформе ГУМА в минувшие выходные прошла выставка общественных инициатив. Мероприятие было организовано программой развития ООН. В выставке приняли участие благотворительные организации и инициативные группы со всех районов страны. Всего было представлено 35 организаций. Лаура Капш расскажет подробнее. Различные проекты, лекции, мастер-классы, квесты. Одним словом, выставка общественных инициатив была поделена на несколько зон. 35 общественных организаций, фондов и инициативных групп представили проекты по самым разным направлениям. От медицины и экологии до образования и культуры. Участие в выставке приняли организации с разным опытом. Те, что уже работают десятилетия и что созданы несколько лет назад. На открытии выступили представители различных общественных организаций. Председатель республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба рассказала о деятельности организации, которая занимается проблемами матерей погибших и пропавших без вести, оказывает им моральную и иную поддержку. Когда началась война, когда все мужчины стали на защиту Родины, это сыновья, братья, мужья,
Женщины первое, что хотели, остановить войну на нашей благословенной земле. Мы были в полной изоляции, была информационная блокада, но женщины выезжали и находили таких же простых женщин, таких же матерей, таких же вдов, которые понимали нас. Ведь чужого горя не бывает. И вот с миром вместе с другими женщинами, которые понимали нас, мы прорывали информационную блокаду. И в этом направлении вы здесь видите, какую огромную, большую работу проводит общественные организации Абхазии. Это нужное дело. Нужное дело просвещать наш народ, помогать. Приветствуя гостей, руководитель общественных приемных Центра гуманитарных программ Диана Керселян отметила важность сохранения у общественных организаций возможности участвовать в развитии государства и совместного решения проблем. Она также отметила, что выставка наглядно показывает открытость и прозрачность гражданского сектора. Невозможно не упомянуть то, каким образом формировалось наше современное абхазское государство. Что мы пережили развал Советского Союза, кровопролитную войну, блокаду в разных ее виде, экономическую, информационную, политическую. Но мы твердо для себя, как народ, как общество, решили, что мы готовы строить демократическое, независимое государство. А это невозможно без участия граждан. И вот участие граждан как раз мы видим сегодня, то, как оно происходило, мы видим сегодня отчасти здесь. Я должна сказать, что очень много людей участвовали в разных сферах жизни государства. Брались даже за те вещи, в которых они не были специалистами, но понимали, что это очень важно, и брались за это дело, и у нас есть очень хорошие результаты. Конечно, всего этого не было бы без поддержки международного сообщества. Основная цель выставки – познакомить людей с деятельностью общественных организаций, благотворительных фондов, инициативных групп, которые занимаются различными сферами деятельности, рассказать о той пользе, которую они приносят обществу. Я посмотрела в словаре, что такое инициатива. Инициум означает начало. Это правда. Начало. Начало перемен, начало изменений, начало перемен внутри нас. Потому что мы стремимся сделать эту жизнь лучше. Мы тут, когда организовывали эту выставку, пережили удивительный момент. Вот по Фазилю. Праздник ожидания праздника. Мы поняли, что вот это ощущение того, что мы в творческом процессе, что мы вместе, что мы чувствуем рядом плечо единомышленника, человека, который всегда поддержит, будет рядом, это здорово. Потому что желание помогать – это человеческая потребность. Директор культурно-благотворительного фонда «Ашана», уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли, отметила важность взаимодействия государства с общественными организациями. На самом деле важно понимать, что общественная организация ни в коем случае не может подменить государственный орган, деятельность государственных организаций. Общественные организации, они в поддержку государству, и только они могут показать нужды определенных социальных групп, нужды и чаяния граждан. Поэтому очень важно взаимодействовать, сотрудничать. Хочу, на мой взгляд, одна из важных внутренних задач гражданских организаций Абхазии – это вырастить новое поколение. И важно подчеркнуть, что несмотря на нестабильность финансирования деятельности гражданских общественных организаций, всегда сюда шли молодые, образованные люди с широким кругозором, с правильными ценностями. Об этом свидетельствует и та молодежь, которая сегодня здесь присутствует и представляет свои проекты, представляет общественные организации. Завершая свою речь, хочу сказать о том, что выразить свое пожелание, чтобы такого рода выставки общественных инициатив, они стали ежегодными, а всем участникам хочу пожелать удачи и как можно больше социально значимых проектов.
Выставка общественных инициатив проходила в течение дня. Посетители могли получить консультацию у юристов, общественной приемной ЦГП, сдать кровь на уровень глюкозы, обменять использованные батарейки, научиться танцевать старинный абхазский танец и многое другое. А завершилось мероприятие специально подготовленной музыкальной программой. Лаура Капша, Сматгуня, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет и Российская академия адвокатуры и нотариата подписали договор о сотрудничестве. Договор подписан в рамках встречи ректора АГУ Олега Гварами с проректором Российской академии адвокатуры и нотариата Людмилой Букалеровой. Стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего сотрудничества в области высшего образования, в частности, по линии аспирантуры и докторантуры. В селе Лыхны Гудаутского района открылась персональная выставка абхазского художника Адгура Пилия. В галерее «Гала» представлено около 30 картин, написанных в разных художественных стилях. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Засыпанные снегом горы, село в лучах закатного солнца, блестящие купола храмов под небосводом. Разглядывая картины художника Адгура Пилия, возникает ощущение умиротворения, тепла и душевного спокойствия. Из галереи мастера открывается прекрасный вид на Лыхнинскую поляну. И как тут не творить? Все работы он посвящает женщине, которая заложила, воспитала и поддержала любовь к искусству – маме Галине Чанба. Галерея, которую художник открыл в своем дворе несколько лет назад, названа в честь любимой матери. Выставка приурочена к открытию сезона 2023 года галереи «Гала». На вернисаже представлено около 30 картин, и все они о родине, родном селе, о вере и борьбе. Адгур Пилия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, во время которой он был тяжело ранен. типка общий что типа я близко собри интикара зиги схоз зажиба базры зиги близки бзиряк что на нас это база схара алло близки. Вернисаж открылся при поддержке Министерства культуры. Открытие сезона в галерее «Гала» в 2023 году – это начало встреч и мастер-классов с художниками, авторами разнообразных проектов. В планах художника, насколько мы все знаем, это открытие детской школы живописи на территории своей галереи, что, я думаю, будет удобно для местного населения. Не надо будет вывозить детей куда-то далеко. И тем самым будет возможность развивать детей в эстетическом формате. Я думаю, что данная площадка галерея «Гала», которая была названа не случайно, а в честь памяти матери художника, послужит очень хорошей площадкой как арт-пространство для проведения различного рода мероприятий в культурном аспекте. Работы Адгура Пилия хранятся в частных коллекциях Абхазии, Дании, США, Германии и Франции. В данное время, к 30-летию Победы, он трудится над картинами об Отечественной войне народа Абхазии. Персональная выставка абхазского художника Адгура Пилия в селе Лыхны продлится до 25 июня. Гугуца Вардания, Инвер Арджения, Адамар Джения, Абхазское телевидение. 45 картин и 5 скульптур, созданные художниками Абхазии за последние 5 лет, будут представлены в Ростове-на-Дону на межрегиональной выставке под названием «Юг России XVIII века. Живопись. Скульптура». Выставка открылась 19 июня и продлится до 15 июля. Организатор – Союз художников России. «Диалоги эпох». Под таким названием в Государственном концертном зале Пицунского храма прошел концерт камерной музыки в исполнении Луки Гаделя и Кристины Эшба, солиста Московской государственной филармонии, органиста Александра Рам и скрипача-виртуоза, лауреата международных конкурсов Ильи Мовчина. Прозвучали произведения композиторов разных стилей и направлений. Концерт стал настоящим праздником для любителей классической музыки. Видеокадры к материалу предоставлены Гагра ТВ.
самом названии концерта таится ключ концепции вечера. Великие композиторы прошлого и настоящего времени вступили в незримый диалог и посредством музыки перенесли зрителей в различные эпохи и страны, а контрастные звуковые образы создали яркую атмосферу величия и таинственности. Вивальди, Бах, Шуман соседствуют с Астором Пиццеллой и классиками нашего времени – Арву Пяртом и Хансом Циммером. В музыке всегда есть нечто загадочное и мистическое, и благодаря этому появляется возможность как бы диалога с ушедшими эпохами и композиторами. Идея проведения концерта камерной музыки «Диалоги эпох» с приглашенными артистами из Московской государственной филармонии появилась у заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. Мне посчастливилось в марте с ребятами, без Кристины, правда, в другом немножко составе, но с теми же ребятами Сашей Рамом и Ильей Мовчаном отдать такой совместный концерт в Московской филармонии. И после этого мне очень захотелось с ними сделать что-то совместное здесь, на нашей площадке в Пицунском храме. И вот я стал эту идею, в общем, как-то продвигать, и ребята с радостью меня поддержали, согласились принять участие в моем проекте этом. И, по-моему, получилась большая интересная программа, разнообразная для широкой аудитории. И надо сказать, что за очень короткий срок мы ее собрали, буквально за 2 дня. То есть мы 80% репертуара не играли вместе сегодняшнего концерта, так что я очень рад, что все состоялось. И, конечно, огромная благодарность нашим спонсорам, это и директору концертного зала Пицунского храма Гунди Агарба, которая предоставила площадку и всячески содействовала, и директору Сухумского пивоваренного завода Амриану, и Мусею Экзекову, который тоже нас поддержал, и братья Сеченава. То есть у нас достаточно большой круг спонсоров, и компания «Аквафон» нас поддержала с рекламой. Солист Московской государственной филармонии, органист Александр Рам и скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов Илья Мовчан впервые в Абхазии. Они отметили, что выступление в Пицунском соборе X века для них было особенным. Знаете, мне очень приятно было играть. Во-первых, такой уникальный храм X века и такое место. И ощущение внутреннее, когда играешь, такая программа особенно. Мы играли Чкону, и это, конечно, внутреннее ощущение просто непередаваемое. И публика очень тепло принимала, и здорово было играть. Я вообще первый раз в Абхазии, и мне жаль, что очень коротко, потому что планировать все немножко по-другому, но так вот получилось, что только на 1 денек. И играть в этом соборе X века в очень намоленном месте, конечно же, особое ощущение. Еще такую музыку, благоговейную, я бы сказал, и достижение катарсиса в этом зале, скажем так, быстрее происходит, чем в обычном концертном зале. Концерт длился 2 часа. Лука Гаделя, Кристина Эшба, Александр Рам и Илья Мовчан своей виртуозностью и профессионализмом, сдержанной эмоциональностью и чувствованием стилистики сочинений композиторов разных времен впечатлили публику. Так как я впервые на концерте именно классической музыки вживую и впервые слышу орган, да еще в таком помещении, с такой акустикой, я в полном восторге. Это даже нельзя сказать восторг, это слишком слабое слово. Исполнение такого уровня, такой душевной чистоты, такой тонкой очень тонкого настроения, которое создается буквально 4 людьми,
но каждый из которых мастер, великий мастер. Это очищает, это возвышает. Я действительно летел, когда я сидел в кресле, но в это время я воспарял по куполу храма. Великолепнейшее выступление. Невозможно в 2 словах передать весь спектр эмоций, чувств и ощущений, которые сегодня они нам подарили. Я благодарю всех причастных к организации этого фестиваля, так как такие мероприятия очень важны для нас, для подрастающего поколения, для всех людей, для того, чтобы чувствовать, слышать эмоции музыки. Музыка удивительным образом связывает эпохи и является одним из способов передачи чувств и эмоций, мыслей и рассуждений. Жизненные вопросы бытия всегда были вечными. Мы говорим о них друг с другом в жизни, мы размышляем об этом и в музыке. И в этот вечер музыкальная магия диалога эпох удалась. Шазина Ханагуа, Тимур Ковы, Абхазское телевидение. Столичный водоканал сообщает, что 20 июня большая часть Сухума, а также села Дзюкта и Баслат останутся без водоснабжения. Отключение связано с ремонтными работами. Воды не будет с полуночи до 20 часов. Ограничения коснутся жителей нового района, старого поселка, улиц Эшба, Апсильской, братьев Зонтария, Чанба, районов вокзала, рынка, Виема, Турбазы, центральной и нагорной частей города. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 20 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 16-21, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом информационный выпуск Камшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.